Здравствуйте, вы смотрите информационную программу «Сегодня», в студии Георгий Плев. Все важные события дня в материалах корреспондентов телеканала ИР. И вот лишь немного из того, что мы сегодня узнаем. Уникальная операция. Государство Алания отмечает 25-летие со дня ввода миротворческого контингента. Они стояли до последнего, отражая удар агрессора. Сегодня почтили память ушедших героев-миротворцев. Полотна осетинских художников как свидетелей мирной жизни, жизни настоящей и будущей. Четверть века со дня ввода миротворческих сил на территории Южной Осетии. Тяжелый труд военнослужащих в голубых касках на протяжении многих лет явился гарантом мира и спокойствия в нашей стране. В крайне тяжелый период для нашего народа путем принудительных действий благодаря усилиям трехсторонних смешанных сил была устранена угроза миру и безопасности в нашей молодой республике. Все последующие годы военнослужащим, участвовавшим в предотвращении агрессивных действий со стороны Грузии, пришлось ценой жизни справляться с этой нелегкой задачей. Миротворческая операция завершилась в 2008 году. Сегодня Южная Осетия вспоминает события 25-летней давности и чествует воинов-миротворцев. Четвертая военная база торжественным построением отметила день ввода миротворческих сил в Южную Осетию. 25 лет назад ввод миротворцев вселил в осетинский народ надежду на светлое будущее. На протяжении 16 лет миротворческие силы защищали мир на земле Южной Осетии, зачастую даже ценой собственной жизни. Память погибших почтили минутой молчания. Проявив героизм и мужество, воины-миротворцы стойко отражали натиск врага, ценой многих жизней сдерживая его наступательный порыв до подхода российских войск. Сегодня каждый из этих жертв заслуживает того, чтобы мы склонили голову в память о ней. Вся Россия, вся Южная Осетия, братские народы, бесконечно тяжелых утрат. Независимая и признанная международным сообществом Республика Южная Осетия является лучшим памятником тем, кто отдал свою жизнь за ее свободу и грядущее процветание. Знаменательную дату вместе с народом Южной Осетии сегодня празднует человек, который в самые трудные годы был командующим смешанными силами по поддержанию мира в Южной Осетии – Марат Кулахметов. По мнению теперь уже чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Южная Осетия Марата Кулахметова, миротворческие силы достойно выполнили свой долг перед осетинским народом. 25 лет назад на землю Южной Осетии вступили миротворцы. Ихняя цель была остановить кровопролитие, ведение боевых действий, посадить стороны за стол переговоров политическими методами. С этой целью они справились. И в течение 16 лет достойно выполняли свою задачу. Они были тем гарантом мира на земле Южной Осетии, которые позволили народу Южной Осетии спокойно вздохнуть, почувствовать перспективу в завтрашнем дне и мир над своей землей. К сожалению, не все миротворцы увидели это светлое небо. Вы, воины 4-й военной базы, являетесь достойными продолжателями дела миротворцев и той серьезной силой, которая отрезвляет головы, которые хотят еще дестабилизировать ситуацию в регионе Южного Кавказа. Благодаря Дагомысским соглашениям в Южную Осетию был введен миротворческий контингент. Удалось установить хоть и хрупкий, но мир. Как в 1992 году, так и в 2008 Россия опять защитила осетинский народ от уничтожения. И стратегические отношения с Российской Федерацией высоко ценят в Южной Осетии, заверил Анатолий Бибилов. Именно миротворцы под руководством тогда, политическим руководством Сергея Кужугетовича Шойгу обеспечили мир. Именно в 1992 году, казалось бы, черные тучи, которые сгустились
над Республикой Южная Осетия никогда больше не разойдутся. И яркий свет входа миротворцев на территорию Южной Осетии обеспечило мирное небо над головой народа Южной Осетии и его детей. Сегодня вы, гвардейцы, обеспечиваете безопасность Республики Южная Осетия, обеспечение границ Республики Южная Осетия находится в руках пограничного управления ФСБ Российской Федерации. И вы видите, как сегодня, благодаря вам, благодаря Российской Федерации, налаживается жизнь, республика развивается, строятся объекты социального характера, развивается экономика. И это говорит о том, что Россия по духу своему, по своему внутреннему содержанию всегда являлась и является миротворцем. Сегодня, по мнению Анатолия Бибилова, мы должны сделать все возможное для сохранения мира, память жертв, которые Южная Осетия принесла на алтарь свободы. Я от имени народа, от имени руководства Республики Южная Осетия выражаю огромную благодарность всем миротворцам, которые находились с 1992 по 2008 год. Глубоко символично, что командующий миротворческими силами сегодня является послом в Республике Южная Осетия государства, которое не дало уничтожить народ Республики Южная Осетия. Мы будем защищать мир, мы будем работать на то, чтобы своим развитием, своим отношением доказали и доказали уже, что Южная Осетия – миролюбивое государство. Здесь будет мир, и этот мир мы с вами будем беречь. Торжественное построение завершилось строевым маршем военнослужащих гвардейской базы. Роза Тедеева, Заур Устаев, информационный выпуск «Сегодня». И сегодня же после вечернего выпуска новостей Абун смотрите документальный фильм моей коллеги Зарасы Козаевой «Долгожданный мир», посвященный 25-й годовщине ввода миротворческих сил в Республику Южная Осетия. Президент Анатолий Бибилов подписал указ о начальнике управления исполнения наказаний Министерства юстиции. На эту должность назначен Джекаев Феликс Ханжерович. Этим же указом Кабулов Георгий Вахтангович освобожден от должности начальника управления исполнения наказаний Министерства юстиции. Подписанию этого указа предшествовал ряд неприятных событий, происходящих в Цинвальской тюрьме. Заключенные некоторое время назад объявили голодовку, требуя улучшения жилищных условий в местах не столь отдаленных. А также их волнует вопрос принятия закона о льготном исчислении срока наказания. Как сообщила средства массовой информации пресс-секретарь главы государства Дина Гасева, решение об увольнении Кабулова принято президентом, исходя из многочисленных выявленных фактов нарушений в исправительной колонии, которые по всем признакам не могли происходить без ведома начальства колонии и управления исполнения наказаний. По словам пресс-секретаря, президент убежден, что ситуация с заключенными смоделирована искусственно. Обещание о льготном исчислении срока наказания заключенным никто не давал, а требования улучшения условий в исправительной колонии проработаны еще месяц назад. И в ближайшее время проект разделения пребывания осужденных будет реализован. При этом президент и министр юстиции обговорили некоторые послабления, в частности, возможность более частых передач для осужденных. Возвращаемся к теме празднования Дня миротворца. В день ввода миротворческих сил в храме Рождества Пресвятой Богородицы отслужили благодарственный молебен. Эта дата навсегда останется в новейшей истории Южной Алании, как день прекращения кровопролитного конфликта, унесшего тысячи жизней. В этот день священнослужители и все собравшиеся возблагодарили Господа за мир не только в нашем государстве, но и во всем мире. На молебен собрались представители власти во главе с президентом. Сегодняшний день мы вместе собрались и воздали хвалу нашему Спасителю, воздали хвалу за благодеяние, которое Он нам дал. Поблагодарили Бога, помолились и думаем, что на нашей многострадальной земле мир сохранится, и мы будем только лишь благодарить Бога
И меньше у нас будет служб за упокойных, но больше благодарных. При въезде в село Итропи Завского района собрались десятки граждан Южной Алании. Место это выбрано не случайно. В 1992 году, в тяжелый для нашего народа период, именно здесь, со слезами на глазах и со словами благодарности, встречали жители сел контингент миротворческих сил. Председатель правительства Эрик Пухаев обратился к собравшимся с приветственным словом и поздравил их со знаменательной датой в истории Южной Осетии. Этот день отметили по остинским обычаям с почетной чашей пива. Слова благодарности в адрес миротворцев звучали от имени матерей, ведь во многом благодаря неустанному труду военнослужащих в голубых касках по обеспечению национальной безопасности все новые поколения южных осетин живут и радуются жизни. Begaganistem az néznek vazal budtak szorosztói hastarvasodszte nagy fapadi fidangerentek vengteider nikusaférovkenistem sanul ma avon mana şiştirberagoni ya şiberagonen smohanor pakenen на президент Нахишаудановой. От имени матерей Южной Осетии, от имени сестер, от имени дочерей, от всего народа я хочу вам сказать большое спасибо. Благодаря вам мы сегодня живем. Я хочу низко поклониться вам за то, что вы сделали для нашего народа. И еще хочу сказать тем ребятам, которых сегодня нет с нами, царство им небесное. Спасибо вам огромное. И сегодня же руководство республики во главе с президентом Анатолием Бибиловым возложило венки и цветы к поклонному кресту рядом со сгоревшим в 2008 году зданием, где располагались казармы российского миротворческого контингента, а также к стеле памяти солдат и офицеров миротворческих сил, ценой жизни защитивших народ и независимость Южной Осетии. День миротворца продолжился байк-представлением на улице Миротворцев. Здесь собрались члены правительства и парламента, представители посольства Российской Федерации в Республике Южная Осетия, жители и гости республики. Сегодня состоялось торжественное собрание в честь знаменательной даты в истории государства Алания. Четверть века со дня ввода миротворческих сил. Репортаж нашего корреспондента Алены Оттаевой. Для народа Южной Осетии День ввода миротворцев – важный государственный праздник, праздник мира и добра. 25 лет назад, 1992 года, российские миротворцы в составе трехсторонних смешанных сил по поддержанию мира вошли в блокадный Цхинвал. На торжественном мероприятии вспоминали, как наш народ со слезами на глазах встречал российских миротворцев. Глава государства Алания Анатолий Бибилов подчеркнул, что миротворцы делали все возможное, чтобы сохранить мир и стабильность на территории Южной Осетии. Дата 14 июля 1992 года навечно вошла в историю Южной Осетии как день обретения мира. Тогда на территории республики были введены миротворческие силы, остановившие кровавое безумие грузинской агрессии. Очередная война, развязанная Грузией против миролюбивого народа Южной Осетии на исходе 80-х, длилась несколько лет, унеся тысячу человеческих жизней и превратив в руины и пепелища многие десятки осетинских селений, заставив тысячи людей стать беженцами. К лету 1992 года Южная Осетия была измучена и обескровлена длительной кровопролитной войной. Только мужество и героизм, стойкость стоявших насмерть осетинских воинов позволяла удерживать осажденный Цхинвал.
Дипломатическое вмешательство Российской Федерации вынудило грузинские власти пойти на подписание мирного соглашения 24 июня 1992 года. Анатолий Бибилов наградил ветеранов миротворческих сил Марата Кулахметова, Казбека Фриева, Султана Кабулова и многих других медалью за ратный труд, которая в Южной Осетии была учреждена недавно. Посол Российской Федерации в Республике Южная Осетия Марат Кулахметов отметил, что за 16 лет миротворцы с честью выполнили миссию по обеспечению мира и безопасности в Южной Осетии. Начало 90-х годов прошлого столетия, связанное с распадом Советского Союза, не обошло стороной маленькую территорию Южной Осетии. Националистическое руководство Грузии того времени спровоцировало здесь жесточайшую войну, в результате чего погибли женщины, дети, старики, сожжены были деревни, разрушены дома. Принятое политическое решение 25 лет назад осуществило ввод миротворческого контингента, который в течение 16 лет на земле Южной Осетии выполнял свою задачу. Сложную задачу, безусловно. Через ряды миротворцев прошло много поколений военнослужащих России, Северной и Южной Осетии. Это, я скажу, что достойные люди, достойные сыны своей Родины. Если оценить в целом за 16-летний период всю операцию, можно сказать так, что она была уникальная, потому что в ней участвовали все стороны конфликта и Россия. И она была успешная, о чем констатировала и Европа, и миссия ОБСЕ, и вообще международное сообщество. Народ Южной Осетии не зря боролся с такое количество времени. Он действительно завоевал свою независимость и стал независимым. Поздравить миротворцев и народ Южной Осетии с 25-летием со дня ввода миротворческих сил приехала делегация из Северной Осетии во главе с первым заместителем председателя парламента Станиславом Кисаевым. Лишний раз сказать о том, что события 25-летней давности были очередным подтверждением того, что мы один народ, что беды не бывает либо на севере, либо на юге. Беда бывает всегда одна, и бороться с ней надо всем вместе. Поздравляю вас с нашим праздником. Спасибо вам. Торжественное мероприятие продолжилось праздничным концертом. Алена Утаева, Александр Кочев, Азамат Кудзев. Информационный выпуск сегодня. И сегодня же в холле Государственного киноконцертного зала «Чермен» открылась экспозиция, посвященная 25-летию со дня ввода миротворческих сил в Южную Осетию. Военные действия позади, и полотна художников изображают жизнь другую, мирную, такой, какой она и должна быть. Агунда Губозова побывал на открытии выставки. На выставке были представлены около 60 живописных полотен, графические листы и работы резчиков по дереву. В тяжелые для Южной Осетии годы многие из наших художников с оружием в руках защищали родину от агрессора, но все же находили время, чтобы писать картины. Схему кистью, остальное все ваткой. Вот это все ваткой я делаю. Беру, намокну кисть краски. Это охра, охристая. Высохнет, потом коричневую. И получается вот и своеобразная техника, очень интересно. Не я придумал, это давно. Иконописцы. Вот. Техника священников, служителей, которые в церкви делали. Только глаза и губы и носик кистью немножко, а остальное все ваткой делают, цвет. Интересная техника. Да, и вот получилось. Да. Во Владикавказе она выставлялась, в Москве. Да. Некоторые хотели закупить, а не отдал. О том, как готовились к выставке, нам рассказал председатель Союза художников Южной Осетии Тамерлан Схавребов.
میراتوریستر باشه دسته اما صابرجینات خواستویاش زخمه ودما مخن آیواد روزمه نشدیست فدا بو کوتا ما خواهیتون فلا روزمه نشدی مجنیش راستی آیواد میدگ ما حیف است خسروشتونه آل بوندر خود من کپخانتل ولی ما شوای افت آیواد رازن رویدت تا اما آیواد ورق کنن رویدت تا نبگنج تا در ففل درست آیواد در فلدر کوش تفزندیست سزر در رویدت تا اما من فنده زغن هاش خورز آدمن ورس آدمن کشت ما خن خواستوی صابر جیناد اما آیواد راست اشتر بوزنکسن ما بیرات اورستان اشتر بوزنک اوت خیر خود من خواستم بودن چفت خواست دل لوار هفته لوار کنم نزدن میدک شدی هاوش راست بوجیناد بودونن. Экспозицию посетило руководство республики во главе с президентом и представители общественности Южной Осетии. Во время войны он тоже писал только праздники. А может поэтому и случился мир из-за него. Так что это все и вот так. Сегодня такой праздник, как День ввода миротворческих сил в нашу многострадальную республику, Республику Южная Осетия. И в этот день устроили замечательную выставку в киноконцертном зале «Чермен». Пришло много людей, и в этих картинах затронуты такие тонкие части нашей жизни. Во-первых, наш город, наши люди, то, как мы выстояли перед грузинской агрессией. Все тут затронуто на этих картинах замечательными, талантливыми художниками. На всех картинах была изображена наша маленькая республика, горы, закат, улицы, портреты остинских женщин с детьми и повседневные зарисовки остинского быта. На полотне ангел-хранитель. Это символично, ведь именно в тяжелые для нашего народа дни именно миротворцы стали для нас ангелами-хранителями. Агунда Губозова, Арсен Гасев. Информационный выпуск сегодня. Ну а сейчас мы узнаем прогноз погоды на завтра, 15 июля. В Знаурском районе республики ясно, днем плюс 23, ночью плюс 15. В Дзавском районе ясно, дождь, днем плюс 27, ночью плюс 19. В городе Квайся ясно, дождь, днем плюс 25, ночью 18 градусов тепла. В Ленигорском районе Южной Осетии ясно, дождь, днем плюс 18, ночью плюс 10. В столице республики в Цхинвале ясно, дождь, днем плюс 25, ночью плюс 17. И это пока все новости. Мира нашей Родине. Спасибо за внимание. До свидания.